Святая Церковь, рад вас видеть. Кто на первом этаже, пожалуйста, поднимайтесь. Очень интересно. Слава Богу за вас и за то, что вы здесь. Давайте мы помолимся и мы благословим наше собрание. Мы прославим Господа, хорошо? Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за Твою милость, благодать к нам, за этот день чудесный, за возможность приходить сюда, быть здесь, поклоняться Тебе. Господи, мы просим Тебя, благослови нас, будь с нами. Господь, пусть Твое помазание оно будет здесь, Твое присутствие будет здесь, Господи. Мы отдаем это собрание в Твои руки. Мы поклоняемся Тебе. Ты великий Бог. Вся слава да будет Тебе. И весь Божий народ сказал аминь. Давайте мы прославим Господа.
церковь. Я вышла для того, чтобы помолиться вместе с вами. И хочу, чтобы мы сегодня вознесли молитву благодарения Господу. Вы знаете, вчера я услышала одну удивительную историю. Оказывается, на Украине, в западных и частично центральных областях, в некоторых районах 4 года не было дождя. Это в Библии мы знаем 36 месяцев не было дождя, да? То есть 3,5 года, 4 года. Высохли реки. То местность, где я родилась, река высохла. Мы всю жизнь купали, широкая была полноводная река, высохла полностью. И мне рассказала эта женщина, которая живет там. И она сказала, что вот в деревне у одного человека колодец 22 кольца, это 22 метра. И вот этим они спасались. Ей давали 1 ведро воды в день. Она должна была приготовить кушать, умыться, что-то постирать и еще оставить для животных. Понимаете, дожди уже пошли. Но сейчас на Харьковщине каждый день с апреля месяца идет дождь. Каждый день. И люди начали роптать. Почему дожди? Почему каждый день, даже когда погоду показывают, что будет солнечно? Вы знаете, драгоценные, что я хочу сказать? Нам, когда была засуха, оказывается, люди все взывали к Богу. Все молились, дайте дождя. И там, где Господь есть, там действительно гармония. И я хочу, чтобы мы были благодарны, как Слово говорит, за все благодарите, ибо такова воля Божья о нас. Поэтому каждому из нас есть за что благодарить. Давайте мы встанем и помолимся, и поблагодарим Господа. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя от всего сердца за то, что Ты так возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного. За крест благодарим, за эту жертву, что не мы пошли туда, Господи, но Ты, Твоя плоть была распята. Благодарим Тебя, что все грехи и беззакония наши Ты омыл кровью Своей святой. Благодарим Тебя за то, что намерения Твои для каждого из нас, кто любит Тебя, во благо. Благодарим Тебя, что Ты не спишь и не дремлешь, и как Ты хранишь Израиль, хранишь народ свой, и око всегда над нами, и ухо Твое слышит молитвы наши. Благодарим Тебя за все ответы на молитвы наши, и за то, что мы не знаем, Господи, но Ты предотвратил. И мы сейчас можем стоять перед Тобой, живы и здоровы, Господи. Мы можем взывать к Тебе за то, что Ты забрал наши каменные сердца и дал нам сердца плотяные, и вложил, излил свою любовь Божью в нас. За сердца, которые умеют любить, за которые желают познать Тебя более и более. Благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе и хвала. Великий, всемогущий, чудесный, верный Бог, за Твою верность. Что мы можем стоять на Слове Твоем, на скале. На скале мы можем стоять, на Тебе, Иисус. Мы знаем, что не поколеблемся. Благодарим Тебя, что Ты покров наш. Ров, защита наша, это Ты, Господь. И мы бежим Тебе, как крепкую башню, в Твое имя, и мы спасаемся, и мы защищаемся. Господи, спасибо Тебе, что каждый из нас когда-то смог открыть свое сердце благодаря тому, Тебе, Твоей благости, милости, благодати. И Ты вошел в нас Своим Духом Святым. Благодарим Тебя, что мы стали храмом для Тебя, живым Богом. И мы, Господь, мы в Тебе, мы Твоя частичка, мы тело Твое, мы члены друг другу. Благодарим Тебя, что мы любим друг друга. И это не своей любовью, но Твоей любовью, Господи. Благодарим. Спасибо Тебе, Господи, что ранами Твоими мы исцелились. И мы просто входим в это Слово. Мы познаем, Господь, да будто оно для нас станет истинным, откровением, Господь, чтобы вера наша возрастала, и вера была Божья, Господи, чтобы каждый из Твоих святых и верных, он был исцелен. Дух, душа и тело да будут, Господь, в гармонии во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за церковь эту. Благодарим Тебя за здание, Господи, что мы можем здесь собираться, можем общаться, можем славить, Господь, Тебя. Спасибо Тебе, Боже. Пусть приходят сюда новые люди, Господь.
Господь, для того, чтобы познать Тебя через нас, через Твой народ. Благодарим Тебя за служителей, за каждого верного, Господи, кто стоит на своем посту, за каждого брата и сестру, которые здесь и которые когда-либо приходили, которые еще придут. Тысячи людей, Господь, пусть придут к Тебе, в Царство Твое. Мы благословляем, Боже, Твоим святым именем народ Твой. Благословляем Якутию, землю, Господь, которую Ты дал роскошную, чудесную, богатую. Столько залежей, столько сокровищ Ты вложил в эту землю. Такие просторы, такая широта. Благодарим Тебя за это, за народ, который здесь проживает, за то, что Твои намерения, Господь, для них спасение во имя Иисуса Христа. И мы, Господь, также желаем, провозглашаем, да будет Царство Твое распространяться по Якутии. Благословляем начальствующих, благословляем власти, Господи, и благодарим Тебя, Боже, что Ты управляешь сердцами ихними. Да будет, Господь, все законы, которые они принимают, Боже, да будут во славу и во благо для народа Твоего. Благословляем мы, Господи, Твоим именем, благословляем спасением и прозрением во славу Твою, Господи. Благодарим Тебя и славим за все, Господи, что есть у нас. И, Господь, те нужды, которые есть у народа Твоего, мы просто так же сейчас по вере слагаем у престола благодати, который и назван престол благодати, где Ты восседаешь. Мы просто слагаем по вере и берем по вере, Господь, все то, что нам принадлежно, все то, что является нашим наследием, нашим богатством, которые Ты дал нам через крест и через победу на кресте. Мы входим в это, Господь, по вере и берем свое исцеление, свое преуспевание, Господи, процветание во имя Иисуса Христа. Да будет, Господь, восстановлено то, что было разрушено. Да будет возвращено то, что было уворовано врагом, потому что он приходит украсть, убить, погубить. А Ты, чтобы дать жизнь и жизнь избытком. Да пусть эта жизнь избытком будет у каждого из вас, драгоценные, чтобы вы процветали, чтобы вы возрастали во имя Иисуса Христа и преображались в образ Христа. Благословляю вас, драгоценные, на предстоящую неделю. И мир Божий да будет в сердце каждого из вас. Аминь. Давайте мы еще... У нас есть особенная молитвенная нужда. Написали, что есть внук нашего брата, мальчик Дима, у него проблемы с сердцем, он при смерти находится, и особенная нужда помолиться за него. Давайте мы помолимся, хорошо? Отец Небесный, Господи, мы приносим перед Тобой этого ребенка, и мы провозглашаем божественное здоровье в его жизни. Господи, мы просим Тебя, смилуйся над ним, Господи, продли дни жизни его, Господь. Пусть он сейчас выживет, он восстановится, Господь. Все в Твоих руках, на все есть Твоя воля. Но наше желание такое, Господь, чтобы в него была жизнь. Мы провозглашаем жизнь в это тело во имя Иисуса Христа, божественное здоровье, Господь. Мы благословляем его, благословляем врачей, где он находится, чтобы были правильные диагнозы, чтобы были действия правильные, Господь, чтобы все было во благо. Господь, Ты сотвори чудо, пусть Твоя рука будет над ним во имя Иисуса. Отдаем все это в Твои руки и уповаем на Тебя, Отец. Аминь. 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 Хорошо, можно детей позвать сюда. Мы имеем такую добрую традицию, дети, подростки, мы вас благословим. Вы можете выходить сюда. Можно выстраиваться не вокруг меня, а вот просто в линии. Дети — это благословение от Бога. Аминь. Давайте мы прострем наши руки, и мы высвободим что-то благое, хорошее в их жизни. Аллилуйя! Господь, благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка в нашей церкви, который когда-либо вообще был в нашем здании, кто еще придет сюда. Господи, мы благословляем их, всяким Твоим благословением просим Тебя. Ты, Господь, благослови их. Господь, пусть будут крепкие здоровьем, пусть всякая болезнь, она обойдет их стороной. Пусть вот этот современный вирус, который сейчас ходит, он не коснется их. Но если даже кто-то и заболеет, Господь, я провозглашаю, что это будет просто в наилегчайшей форме, просто выработается иммунитет, и не будет никаких последствий во имя Иисуса Христа, пусть это будет так. Господи, летние каникулы начались.
школьники, кто есть, Господь, Ты благослови их, чтобы они получили хороший полноценный отдых. Окружи их людьми, которые будут оказывать положительное влияние. И, Господи, убереги их. Пусть они в 8 учебный год зайдут живые, здоровые, целые и невредимые. Впереди купальный сезон, если кто-то будет купаться, Господи, дай мудрости, убереги от несчастных случаев. Пусть Твоя рука будет над ними. И весь Божий народ сказал: Аминь. 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 Слава Богу. У нас уже на следующей неделе, вы помните, да, мы планировали выезд церковью, которого не было уже очень давно. Прошлый год у нас был пандемийный, мы сидели по домам. И вот в эту следующую субботу мы планируем выезд на природу 19 числа. Кто помнит вообще об этом? Что я подхожу, людей спрашиваю, многие не помнят. Если кто нас смотрит, кто здесь в зале, 19 числа. В следующую субботу у нас выезд. В группе будет дополнительно вся информация. Я сейчас быстро закрою эту тему, да. Мы собираемся выезжать на своих автомобилях. Поэтому у нас будет ответственный человек уже, не знаю, с завтрашнего дня. Мы напишем, кто будет вести учет, кто будет составлять списки. Нужно будет написать, у кого есть автомобиль, и сколько человек он может взять к себе в автомобиль. Если вы кого-то знаете, кто едет, с ваших знакомых, вы можете сразу написать, например, грубо говоря, Федоровы, например, плюс 2, например. То есть вся семья, которая ваша, и сколько вы человек можете взять. Если вы уже кого-то записали, то есть вы можете кого-то там доставить. Если у вас нет автомобиля, вы хотите поехать, вам нужно написать, что такая-то фамилия, на столько-то человек, у нас нет авто. Мы приблизительно составим все, если у нас к пятнице не хватает автомобилей, мы закажем автобус. Хорошо, но нам нужно знать, просто в прошлый раз мы заказали автобус приехал, но мы уехали своими силами все. Поэтому, что нужно взять с собой? Нужно будет одеваться по погоде, смотреть, потому что я смотрел прогноз погоды, обещают дождь. Это еще одна, кстати, вещь, да, давайте молиться, чтобы у нас была хорошая, чудесная погода, чтобы дождя не было, Господь силен сделать все, чтобы мы могли не только под навесом сидеть, но мы едем в любом случае, даже если будет дождь, потому что это стоит денег, мы забронировали, а навес там перенести мы его не можем. В воскресенье у нас собрание, поэтому в субботу, в любую погоду, выезд он состоится. Что там есть? Там есть навес, там есть столы, там есть туалеты, там есть вода, там есть мангал. Что нужно взять с собой? Одеться по погоде, нужно взять что-нибудь к чаю, что-то приготовить, салаты сделать, купить фрукты и так далее. Если вы хотите поучаствовать, также мы будем покупать мясо, можно скинуться. Это также будет в группе, да, то есть я думаю, что мы целенаправленно купим, не каждый будет что-то свое покупать. Мы поедем и целенаправленно закупим, замаринуем и будем жарить шашлыки. Хорошо? Но если у вас есть желание поучаствовать, скинуться на мясо, это также будет в группе, да, то есть кому, что и как. Без расчета нам хотя бы на себя можно грамм по 200, по 300. Мужчины, кто помоложе, по 400, по 500. Все будет написано. Хорошо. В любом случае я вас ободряю просто принять участие. Перенести какие-то мероприятия, запланировать, поехать будет хорошо. Мы возьмем с собой музыкальную аппаратуру. Я надеюсь, нам позволят, хотя есть какие-то определенные ограничения. Мы там поставим, будем славить. В общем, кто был в прошлый раз, был здоров. Хорошо? Поэтому я ободряю вас. Если вы заняты, перенесите свои мероприятия и будьте там с нами. Также у нас будет гость, это епископ Андрей со своей женой. Они будут на следующей неделе здесь, они примут также участие у нас в этом выезде. Но у нас не будет никакого учения, вообще целенаправленно. Мы едем на отдых, просто чтобы веселиться пред Господом, отдыхать, иметь какое-то общение вместе, задача именно в этом. Но в воскресенье вполне возможно мы сделаем пару собраний, одно стандартное собрание, может быть второе, как продолжение, потому что мы хотели для этого провести семинар с епископом Андреем, семейный, который анонсировали. В общем, вот такой вот вам тизер, заброс, да, Просто оставайтесь на связи, смотрите, все сообщения будут в официальной группе.
Хорошо? Также принимайте активное участие, когда будет написано, что нужно записаться, нужно сообщить. Это означает, что нужно записаться и сообщить. Потому что если вы просто придете, и вот он, я такой красивый, и как бы у меня ничего нет, ну, могут возникнуть всякие сложности. Поэтому нужно сделать заранее. Хорошо? Выезжать мы будем ориентировочно в районе 11 часов с площади Дружбы народов. Это перед музыкальным театром. Там большое пространство, есть где поставить машины, есть где собраться. Поэтому в субботу 19-го у нас вообще заезд он с 12 часов, поэтому я думаю, что ориентировочно в 11 нам нужно выехать. Поэтому, наверное, скорее всего, мы сделаем так. Сбор в 10:45, выезд в 11:15. Хорошо? Еще раз. Сбор в 10:45, а выезд в 11:15. Не надо в 11:15 приходить. Надо прийти в 10:45, хорошо? Чтобы нам всем распределиться и так далее. В 10:45 мы встречаемся на площади Дружбы народов. Все? Хорошо? Вопросы есть какие-то по этому? В группу как записаться? У нас нет Светланы, ну нужно к кому-то подойти. Вы здесь будете, да, в следующую субботу? Ну, замечательно. У нас есть кто-то администратор группы, чтобы включить людей сейчас здесь? У тебя есть права? Любовь Николаевна, у вас тоже нет прав? А приглашение мы можем как-то отправить, нет? Вот давайте мы, вот, Лен, ты там сидишь, возьми контакты, ладно? И убедись, что у нас люди, они включены в группе. Еще кто-то есть из присутствующих, кого нет в группе? Нет таких, да? Если нас кто-то смотрит, вас нет в группе, нужно связаться со Светланой Васильевой. Она вас включит в группу, и вся информация через официальную группу, хорошо? Мы не будем создавать отдельную группу для выезда, это будет вот в этой группе, которая для общения, поэтому тоже как бы имейте здравый смысл, когда идет обсуждение, там не надо постить туда картинки, какую-то информацию валивать, все по сути там. И также официальная информация, когда уже не обсуждение, что где мы собираемся, что где, когда это будет в группе информационный, да, у нас канал есть, где нет обсуждения, где только информация. Убедитесь, что вы и там, и там. Информация, она будет дублироваться. Хорошо? Вроде все у нас с этим. Вопросы есть какие-то по выезду? Чтобы мне понять приблизительно, вот, из присутствующих, кто планирует поехать, можно руку поднять? Ну, здорово, слава Богу. То есть у нас уже что-то есть, кто-то есть, и у нас есть большая группа, вот они уже там, кстати, сегодня. То есть люди заранее выехали. Ну, мы просто планировали 12-го, и люди бронировали домики и там, чтобы остаться на ночь, и вот как бы так получилось. Ну, ничего, они в следующий раз тоже поедут. Вот. Все, с объявлениями у нас все. Также еще что сказать. У нас на следующей неделе начинаются ремонтные работы здесь, в здании. Не знаю, долгожданные, недолгожданные. Мы так долго ждали строителей, когда они освободятся. Мы начнем делать с лестницы, и потом мы начнем делать второй этаж. Вот и... Что сказать еще? Молитесь об этом также, хорошо? У нас вроде бы была одна бригада, сейчас вроде появилась вторая, которые вроде бы более квалифицированы, чтобы сделать вот определенные виды работ, но мы уже договорились с первыми, и они в понедельник должны выйти на работу, и в общем, нам нужно все это дело разрулить, хорошо? Нужно будет закупать материалы, молитесь об этом, и также у нас сейчас остался немаловажный шаг, это пожертвования, десятины. Давайте мы будем давать, и как бы, если, вы знаете, когда начинается стройка, если кто-нибудь когда-нибудь дома делал ремонт, ну, денег не хватает всегда, поэтому я вас ободряю, если у вас Господь, Он будет побуждать на какие-то особенные даяния, которые будут у нас, да, вы можете просто писать на стройку, хорошо, или на ремонт. Пусть Господь благословит каждого. Если вы первый раз в церкви, и вы не понимаете, зачем и почему, просто не переживайте. Хорошо? Но если вы не первый раз, вы даете, вы знаете почему, пусть Господь Он благословит вас обильно. Пусть вы ни в чем не нуждаетесь, все ваши нужды они будут покрыты во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.
Так здорово видеть вас здесь, несмотря на лето, на какую-то очередную волну пандемии и так далее. Знаете, когда мы ходим в церковь, как вы считаете, это вообще важно или нет? Быть в собрании. Я как-то касался этого, и была вот такая тема, я думаю, что она прямо также для нас актуальная, что не оставлять собрание. И не в том смысле, знаете, я просто сам когда-то переживал такое, и вот я ездил, помните, я рассказывал, что лет 5 назад мы как-то с супругой проехали по югу России на машине и навещали людей, которые когда-то были в нашей церкви, и они переехали жить, ну, вот куда-то там, Краснодарский край, Ставропольский край, в общем, юг России. И также Москва, центральные как бы регионы. Интересная вещь, судьба у людей по-разному сложилась. Кто-то в церкви, кто-то также верующий, полноценный, но они в церковь как-то не очень ходят. Или, так скажем, нерегулярно. И вы знаете, было удивительно наблюдать, что вот те люди, которые ходят в церковь, воцерквленные, так скажем, укорененные, вот у них дела все-таки гораздо лучше. И я не говорю про какую-то внешнюю составляющую экономическую, не в этом смысле. А вот вообще, знаете, то есть вы понимаете, да, о чем я? Это вот как бы для меня было еще одно лишнее такое подтверждение, что насколько важно быть в собрании, иметь общение. Иметь общение с братьями и сестрами, иметь общение с Господом. Потому что сейчас удивительное время, что кто-то может говорить, я же по YouTube могу все посмотреть, там, вот, как бы. Но вся суть, она вообще не в том, чтобы наполнить мозги какими-то знаниями. Вот смотреть и получать просто информацию какую-то, да, церковь, она не про это. Аминь. Церковь, она больше про то, как иметь, знаете, вот как первая церковь было написано, что они пребывали в слове, в преломлении хлеба, в молитвах и в общении. Вот это вот 4 составляющие. Знаете, в чем вообще суть, то, что нам Господь заповедовал. То есть это утверждаться в истине, в слове. То есть это всего лишь малая часть, то, что ты можешь посмотреть, если, например, кто-то говорит, я на YouTube. Преломление хлеба, молитва совместная и общение. Общение это прямо очень важно. Аминь. Еще раз, поэтому на выезд езжайте. Вот это вот тоже общение. Потому что общение это не только, знаете, какое-то, когда ты сидишь с таким благоговейным видом что-то. Но когда ты куда-то выезжаешь и общаешься с братьями и сестрами, это также важно. Аминь. Слава Богу. Знаете, сегодня тема такая. Кто читал про Самсона в Библии? Все читали? Знаменитый герой, да? Как бы такой. Чем он был характерен? Что его отличало? У него была неимоверная сила, да? Сверхчеловеческая, так скажем. И, наверное, можно сказать, что он был как бы, если сравнить как супергерой, да, вот сейчас как бы есть какие-то вот комиксы. То есть у него сверхчеловеческие способности были, вы согласны? То есть человеку такое как бы, мы сейчас посмотрим. И это вот интересная вещь, знаете, я вот просто, когда размышлял над этим, я вот помню свое воспитание, когда вот мы росли, мое поколение, старшее поколение. Вы знаете, вот интересно, что в культуре, в нашей, вот в российской, в русской, и всех народов, которые нашу страну населяют, вот каких-то вот супергероев нет, как таковых. Вы не замечали, а? Вот Илья Муромец, это, знаете, вот я сейчас поясню, вот смотрите, это былинные герои, да? Вот как бы это люди наши, из нашей же среды, которые когда-то жили, может быть, и не обросли какими-то, он тоже обладал там сверхъестественной силой, можно, наверное, сказать, что как-то, но вот супергерой это что такое? Вот, например, Человек-паук, да? Вот его паук укусил, и вот он там какими-то сверхспособностями, или там
Супермен, да? Я не помню там его историю, но он сильнее, чем локомотив, быстрее, чем пуля, летать умел. Но там тоже с ним какая-то там вот вещь произошла. Ну, то есть это совсем уж из ряда вон, да, сказка. А былинные герои наши, ну, они немножко другие. Я думал, наверное, потому что вот в нашей истории полно героев настоящих. И когда, ну, у нас просто есть люди, вот, например, пример вот Великой Отечественной, которая была не так давно совсем, да? То есть были люди, которые умирали за Родину, за свой народ, и, ну, я думаю, что, может быть, это не так, это просто мои, как бы, измышления такие. Скорее всего, ну, зачем что-то выдумывать, когда есть пример вот реальных героев? То есть люди, которые осознанно шли на смерть, полагали жизнь за свою Родину, за своих родных и близких. Есть герои, которые вот, там, людей из пожара, да, вот наши современники, например, спасают, да, то есть вытаскивают, рискуют своей жизнью, там, тонущих людей вытягивают. И как-то, вот не знаю, на Западе немножко как-то по-другому, да, согласитесь? И былинные герои, ну это я так просто такое отступление, к чему я говорю? То есть человек, который когда обладает какой-то вот способностью сверхъестественной, это здорово. Он как бы и усилий не прилагает, да, вот ему там Супермен в спортзале не тренировался каждый день, ничего не делал, он просто ходит такой, улыбается, и вот он такой крутой, как бы, да. В Библии вот Самсон, это вот один из таких вот героев, но я бы сказал, что это как былинный герой, да. Ну, что это подразумевает? Что это было давно, он обладал действительно физической силой, неимоверной. И в небольшой деревеньке, как бы, да, вот вырос. Но просто сверхъестественная, да, у него сила. Давайте мы посмотрим, как вот он описывается. В книге Судей, 14 глава, 5-6 стих, написано: «Пошел Самсон с отцом своим и с матерью своею в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнавским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал». Дальше, 15 глава, 14-15 стих. «Когда он подошел к речи, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек». Там, знаете, вот интересное такое сравнение, когда вот это описывается. Челюсть и вот груда – это созвучные слова на иврите. И вот он там как бы еще такой, он сам про себя Самсон говорит, что там типа один взмах или там типа одна челюсть, одна груда. То есть он реально одним взмахом убивал столько людей, что они там как бы вот, груда падала. 1000. Вы представьте, ну это просто махать. Вот там какой-то штука, да, у него ослиная челюсть в руке была, и он просто ей калечил там людей, убивал. Написано, что до такой степени, что ему так плохо потом было, он так пить хотел, там, воды не было, что он там, это просто даже, чисто физически вот как бы, да, махать, ладно, не важно. Дальше, то есть, голыми руками, у него в руке вообще ничего не было, он просто голыми руками льва разорвал. 1000 человек, филистимлян убил, да. Потом дальше есть там такая тоже вот история. Он был вот в Газе, в городе, и его там пытались, засаду сделали, хотели утром убить, но он, не дожидаясь, там ночью встал, он вырвал ворота городские вместе с косяками, положил на спину и унес их. Вот то есть представьте, вот как старые города, вот, например, ворота, и он утащил там на несколько десятков километров и где-то бросил их там на горе. Филистимляне, они его боялись. И человек, он выделялся. То есть от обыкновенного смертного его выделяло. Но его выделяла не только сила. У него также была вот еще одна такая внешняя черта, по которой сразу можно было судить, что он уникальный, да? Что это было? У него были длинные волосы.
это как внешний признак его завета с Богом, да? Он с самого своего рождения и почти до самой смерти он не подстригал волосы, да? То есть всю жизнь он не стригся. И вот, ну, женщины есть, кто волосы отращивал, у нас, как правило, все, пока молодые, еще волосы отращивают, то есть, вот, например, там, с года до 15, ну, как правило, волосы, они уже приблизительно до поясницы достают, да, обычно. Здесь взрослый мужчина, который никогда не подстригался. Вы только представьте, какой длины у него были волосы. Там вот у него косы были, да, там потом говорят, что он там чем костом заплетал. Ну, то есть волосы, они были длинные. Вот как у Супермена плащ бывает, у Самсона у него плащ прямо из головы рос. То есть ему ничего не нужно было. И что это означало? У него был завет, да, он принял обет Назарея. Вернее, он даже не принимал его, но с рождения. То есть его история такова, что мать, она не могла забеременеть, да, еще. И пришел ангел и сказал, что ты забеременеешь, и ты посвятишь ребенка, да, вот, Господу, что он будет отделен, что у него будет завет, что он примет этот обет назарейства. И то есть обычно это было, когда человек он принимал уже в сознательном возрасте, да, у евреев. Но здесь еще, до того, как он зачат был, он уже был посвящен Господу. Да, интересная вещь. И что это означало? Принять обет назарейства. И то есть, ну, мать, она уже, будучи беременной, она соблюдала все заповеди Назарея. Даже еще, вернее, не будучи беременной. Она, ну, не могла забеременеть долгое время, и еще до этого ей было сказано, да. Что такое вообще обет назарейства? Об этом говорится в Числах. Давайте я прочитаю. 6 глава, 2-8 стих. Здесь говорится: объяви сынам Израилевым и скажи, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить. И не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод во все дни назарейства своего. Не должен есть и пить ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его, до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, святому. Должен растить волосы на голове своей во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Не должен он подходить к мертвому телу. Ну и так дальше, да, то есть, если человек он посвящал себя, отделял, да, вот быть святым, что значит? Быть отделенным, да, отделенным для Господа. Если он себя таким образом отделял, он не должен был подстригать волосы, он не должен был пить вообще никакого алкоголя и ничего, что делалось вообще из винограда, либо там вот еще, ну, говорится, там, хмельной напиток. И еще одна вещь была, что не должен был прикасаться к трупу, то есть к мертвому телу. И пока он соблюдал, да, вот это, он был свят. Были определенные вещи, например, если коснулся мертвого тела, там, ну, нужно было совершить определенный обряд очищения и так далее. И, ну, вот интересная вещь, Самсон, насколько я могу сказать, он соблюдал это все. Вот как бы со львом там, когда он его убил, и потом он там, ну, вроде как прикасался, но это вот прямо не грубое нарушение, так скажем, да. Ну, не суть, мы сейчас как бы не будем этого касаться. Мы знаем, в Библии описаны другие вот Назареи, кто были, да. То есть, скорее всего, большинство богословов, они склоняются к тому, что Самуил, он был Назареем. То есть, прямо не говорится, но то, что описывается о нем в Библии, есть все основания полагать. Также все считают, что Иоанн Креститель, ну не все, но большинство, полагают, что Иоанн Креститель, он также был Назареем. Но
ни у кого больше не было вот такой сверхъестественной силы. Сверхчеловеческой. То есть Самсон, он был уникальный. И есть определенная причина для этого, да? То есть сам Господь, Он устроил это таким образом. Почему? Знаете, я думаю, что вот особенно в те времена, вот обладать такой физической силой сейчас, ну это тоже как бы будет тебя выделять прямо, но, знаете, сейчас гораздо проще с таким человеком справиться на поле битвы, например, да. Есть огнестрельное оружие, есть бронетехника и так далее, и так далее. Одной физической силой ты не обойдешься. Но тогда, ну, это решало многое, да, решало все. И давайте мы посмотрим, что предшествовало этому. Да? Вот книга Судей, 13 глава. Написано: «Сыны Израилевы», 13 глава, с 1 стиха, «продолжали делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет». Когда вот родился Самсон, вот что происходило? Господь, Он предал израильтян, отдал, чтобы филистимляне, они господствовали над Израилем. Из-за того, что Израиль впал в определенные, отпал от Господа, да? И только представьте, вот 40 лет это на самом деле, ну, полноценная жизнь человека, вот взрослого, да? И вот 40 лет твой народ угнетает, просто господствует. Они вообще ничего не могли сделать. Когда мы читаем историю Самсона, знаете, вот, все начинается там вот с его свадьбы, когда он там загадки загадывал, и, ну, просто, я не буду, да, вот касаться более этого, перечитайте там буквально вот пару глав вот этих книг Судей, где его история, она вся рассказывается, и получается так, что он уходит со свадьбы, да, оставляет, потому что как бы там его как бы обманули, он загадки там загадывал, и жена, она будущее, как бы рассказала этим филистимлянам, и они там, на кону было, он говорит: я вам загадаю загадку, и если вы отгадаете, я вам 10 льняных одежд и верхних, а если нет, то вы мне. И там написано, что они пришли к жене и сказали: вы нас разорить хотите? То есть ради этого нас призывали на свадьбу там, и, ну, то есть льняная одежда, она была жутко дорогая. То есть если вот 10 нарядов, и они просто не могли это потянуть, то есть, ну, можно было разориться. И то же самое здесь для Самсона. Как бы, да, было, он пошел, убил 10 человек, забрал у них одежду где-то там и принес этим, отдал, сам психанул и ушел. То есть вот такая вот история веселая. Но помимо этого он еще покалечил кучу народу. Там, переломал ноги и так далее. И они искали, и он ушел и где-то жил какой-то там в каком-то ущелье. И что происходит? Филистимляне пришли к израильтянам и сказали: выдайте нам Самсона, или мы вас убьем. Да, там вот такое вот как бы. И они приходят к нему, смотрите, 15 глава, 11 стих. Сказали Самсону: разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что это ты сделал нам? То есть вот такая была ситуация. Они просто хотели, чтобы их оставили в покое, жить спокойно. И вот Самсон своими там вот такими действиями, он вызывает еще гнев филистимлян. Но вы знаете, вот Самсон, он был как такой вот пример. Вот в чем была вообще проблема вот Израиля? Почему они оказались в таком положении? Они, то есть народ, они не смогли вот содержать себя, быть отделенными для Бога. И из-за того, что вот они перестали быть отделенными, не могли себя отделить от нечистоты, от смерти, да, вот, от той культуры, которая была вокруг них. Они были слабы, были в зависимости от других. И Самсон, он был как вот Божий пример. То есть вот он Назарей, который посвятил себя Господу, который отделенный,
который соблюдает, и в нем просто сверхчеловеческая сила. Знаете, такой супергерой реально. И этот супергерой, да, то есть как бы Бог, он показывает, знаете, как ходящая реклама такая. Хочешь быть сильным? Хочешь быть уверенным? Хочешь, чтобы филистимляне тебя боялись? Тогда не напивайся, как народы вокруг тебя. Держи себя в чистоте. Не прикасайся к оскверненным вещам, да? То есть вот там, к трупам там и так далее. Будь посвящен для Господа. Вы следуете за мыслью или нет? Я понятно, как говоришь, да? Своим просто существованием Самсон, он вот был как ходячая реклама, которая говорила: отдели себя для Господа, посвяти себя Господу, сделай себя святым народом для Бога. В чем была сила Самсона? Вот он имел сверхъестественную силу. Кто-то говорит, ну вот если из истории смотреть, да, вот, у него были длинные волосы, да, их никогда не касалась бритва. Но только ли, или не только, даже не так, разве в волосах вообще сила была? Его сила, она приходила от Господа, от Бога, да? И это всегда было так для Божьего народа. Для человека, который полагается на Бога, его сила, она приходит от Бога. Вы со мной? От Господа. Давид писал, Псалом 27, 7 стих. «Господь крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песню моею». Также Псалом 32, 16-21 стих. «Не спасается царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своей. Вот око Господня над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он наша. Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали». И это только Ветхий Завет, и там множество на самом деле примеров. Да? В Новом Завете Павел, он пишет, Ефесянам 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Так же, как у Самсона, сейчас у современных верующих, у христиан, наша сила, она в Боге. Она исходит от Бога. Иисус говорил, Иоанна, 15 глава, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Наша сила, она в Боге. Другими словами, если ты не на лозе, да, если ты не присоединен к Иисусу, если Он не живет в тебе, у тебя настоящей силы вот не будет. Ты можешь делать много вещей, много дел своими собственными силами. Все верно. Но вот таких результатов, как с Богом, ты никогда не достигнешь. Это то же самое, знаете, как вот я говорил в начале собрания. Когда люди, они вне церкви. Да, жизнь, она не заканчивается. Да, ты можешь там иметь и успех, и счастье, и там еще что-то такое. Но вот полноценную жизнь, которая как для тебя Бог, такой вот, нет. Только с Богом. Павел это понимал, и он писал. Да, вот интересная вещь, 2 Коринфянам, 12 глава, 10 стих. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Если ты не понимаешь, кажется, что какая-то ерунда. В смысле? О чем он пишет вообще? Вот мне вот хорошо, когда вот я там, вот у меня и притеснения, там, и гонения, еще какие-то. Но знаете, вот как я вижу, о чем он здесь говорит? Он говорит, что когда я уже в такой ситуации, когда я ничего не могу сам своими силами, мне остается полагаться только на Господа.
И тогда его сила, она действует. Когда я слаб, я силен. Да потому что уже не я живу, а живет во мне Христос, и Он действует. Я уже просто сдаюсь на Его милость. Вы понимаете, да? Филиппийцам 4:13. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу. Вот сам по себе, знаете, иногда, очень тяжело. Бывает невозможно. Но в укрепляющем меня Иисусе Христе, который во мне живет, я все могу. И вот это вот была истина на протяжении практически всей жизни для Самсона. Но настал день, когда вот эту веру, упование на Бога, он поменял на упование на себя. Большинство, вот если так спросить, почему вот Самсон потерял свою силу? Спросить, говорят, потому что ему волосы обрезали, и вот он потерял. Но, знаете, это лишь часть правды. Потому что вот его длинные волосы, которых не касалась бритва, это просто символ того, знак того, что он Назарей, что у него обет с Богом. Символ того, что он был посвящен Богу. И когда их обрезали, для него все было кончено, да? Он стал слаб, как ребенок. Но вот то, что ему обстригли волосы, это всего лишь часть проблемы, да? Которая, почему он потерял свою силу. Вот если подумать нам, как верующим, просто ли в волосах была его сила? Вот если бы он был лысый вообще, имело ли это какое-то значение бы для Бога, чтобы дать ему силу? 16 глава, Судьи 16:20. Здесь говорится, да, вот. Она сказала: филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. Смотрите дальше, внимание. А не знал, что Господь отступил от него. Вот истинная причина, почему он потерял силу. Потому что Господь, Он отступил от него. Его слабость, она пришла не из-за того, что ему просто волосы обрезали, но потому что Господь, Он оставил его. Потому что сила его, она от Бога, а не потому, что у него там волосы были длинные. И, соответственно, потеря его силы, она произошла от того, что он потерял связь с Богом. То есть можно сказать, что он потерял свою силу, но не потому, что ему волосы обрезали, а потому что, что-то еще произошло. Почему он потерял связь с Богом? Блудил. Вот что, молодой, супергерой, сверхъестественная сила, с женщинами у него было, он спал налево и направо, да? Это часть этого, да? Вот как 16 глава начинается, да? Мы читаем о том, что Самсон, он пошел к проститутке. Да, там падшая женщина, блудница называется, да? Муж Божий, вот у него обет с Богом. Я посвятил себя Господу, и там вина не пью и так далее. Должен ли такой человек ходить в блудницу? То есть я вот это соблюдаю, а здесь как бы нет. Но это то, что делал Самсон, да. И потом, после этого, да, там буквально там, следующая глава написана, да, то есть он просто сожительствовал там с филистимлянкой, которую звали Далида. И все было настолько плохо, имеется в виду, вот он, как кто-то вот говорил, что он был просто увлечен ее красотой и своей похотью, что он вообще ничего не видел. То есть она пыталась, ей говорили, чтобы она должна была выведать у него секрет, в чем его сила.
И вот она его расспрашивает, он ей говорит какую-то ерунду. Вот, если там меня там веревочками новыми связать, значит, я тогда не смогу развязаться. Она его связывает, и потом будет и говорит, филистимляне идут. И он просыпается, разрывает все, и она ему говорит, вот ты меня обманул. И так продолжается несколько раз. Он придумывает разные истории, и до него не доходит. Он настолько ослеплен, да, что что она пытается его закопать в прямом смысле, да. Он теряет контроль вообще над собой. И знаете, это то, что Библия она говорит вообще, то, что происходит с человеком, когда он впадает в сексуальный грех. Мы теряем часть себя, когда мы вовлечены в это. Соломон писал притчи, 5 глава, вот с 1 стиха по 11. Это он говорит, да, вот, смотрите, Соломон, мудрейший человек. Говорит, сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знание. Не внимай льстивой женщине, ибо мед источает уста чужой жены и мягче елея речь ее. Но последствия от нее горькие, как полынь остры, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти, стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих. Держите дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим, и лет твоих мучителю. Чтобы не насыщалась силой твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома, и ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. Вот сексуальный грех, он уничтожает не только таких вот титанов и гигантов, как Самсон, но он также может уничтожить твою силу. Знаете, это касается, вот особенно мужчин, молодых мужчин. Когда вот Иисус говорил, да, что даже если ты с вожделением посмотрел, да, знаете, когда вот старше становишься, тестостерон, видимо, падает уровень, как-то такой проблемы нет. Но есть народы вообще, женщинам это знакомо, когда ты идешь и тебя взглядом раздевает. То есть в прямом смысле этого слова. Вот то, чтобы смотреть, да, с вожделением. Иов писал в книге Иова, 31 глава, 1 стих, он говорит, завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Или новый русский перевод, это звучит стих следующим образом. Договор заключил я с моими глазами, чтобы мне не заглядываться на девушек. Знаете, это решение. Мы как христиане, касается вот мужчин, женщин, наверное, тоже, мы не должны так поступать. Потому что многие современные мужчины, многие современные христиане, они вот со своими долидами, да, встречаются каждый день. И они рискуют потерять свою духовную силу. Многие мужчины, они говорят, что, на самом деле, знаете, я такое выражение слышал. Верующий человек мне говорил. Сейчас вот вспомню. Неважно, где ты нагуливаешь аппетит, пока ты ешь дома. Но, знаете, вот так не бывает. Потому что вот сразу в постель не бегут. Это только кажется, это просто такой вот самообман. Вот похоть очей, она сначала вот именно с этого и начинается все. Все говорят, да не, я могу справиться, я там могу это все делать, но... Знаете, 1 Коринфянам, 6 глава, 18 стих, Павел писал, бегайте блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Что это означает?
Вот всякий грех, который человек делает, это тот грех, где-то, ну, он вне тела. Когда ты совершаешь сексуальный грех, это вот грех против твоего тела. Это как, вот, как рак в своем теле иметь. Вот он просто начинает потихоньку пожирать все. Знаете, вот, моральные частицы твоей жизни. Снаружи такой человек, он может выглядеть здоровым. Но внутри вот это вот, оно распространяется просто, и легкая цель для сатаны становится. Насколько вообще вот, серьезен сексуальный грех? То есть насколько серьезно к нему нужно относиться? Знаете, я просто смотрел, когда каждый раз, когда в Библии описывается, там что говорится? Беги, держи свой там путь подальше от. Не подходи близко, да, к двери там. Не оборачивайся. Не желай красоты. То есть вообще просто держись подальше. Суть в этом. Вот когда говорят беги, не говорят там противостань. Просто беги. В другую сторону. Не надо стоять, я там сильный, я там справлюсь. Для меня легко. Все закончится. И еще раз я просто хотел на это внимание обратить, потому что вот, чтобы с сексуальным искушением бороться, это самый лучший способ. Беги в другую сторону. Не надо с этим заигрывать. Интересная вещь, это смотрел, как одного уже, такого пожилого человека спрашивали, более молодой, он говорит, ну, ты как бы уже старый в возрасте, как ты считаешь, что уже достиг вот такого возраста, когда, ну, тебя как бы вот сексуальные искушения, они как бы не это, ну, не касаются, что там у тебя уже? И он говорит, что, слушай, я буду себя чувствовать уверенно, когда меня на 2 метра в землю закопают. И в этом правда. То есть нет такого уже желания, чем старше ты становишься, гормоны падают, да, такого увлечения нет, но не надо с этим заигрывать. Итак, вот как сказали, да, то есть была ли вызвана слабость Самсона вот его сексуальными грехами? Частично, да, но не совсем. Потому что вот, интересное место, вот 16 глава, с 1 по 3 стих, там говорится, что вот Самсон, он пошел к блуднице, он согрешил в сексуальном плане, но после этого он взял вот эти ворота, забрал их и унес. А можно вас попросить вниз спуститься? Вы все равно как бы, ну, не слушаете и... Подождем. Все, вы решали? Еще раз, что произошло у Самсона? То есть он пошел к блуднице, согрешил, но после этого он вырвал все равно эти ворота, и он их унес. То есть сверхъестественная сила. Но знаете, интересная вещь такая. Каждый раз, когда вот описываются какие-то вот такие вот вещи, когда Самсон делал, написано, что Дух Господень сошел на него. Кроме вот этого раза. Вот он просто проснулся, он пошел, их вырвал, у него была сила, но вот единственный раз, где вот, если вы будете читать, не написано, что Дух Божий, он сошел на него. Потому что Дух Божий, он не мог просто вот участвовать, ну, в этом, да, после того, как он согрешил в газе. Но все равно у него была сила. То есть, к чему я говорю, что вот его слабость, в конце концов, она пришла не от этого, не от того, что он согрешил в сексуальном плане,
Если его слабость, она не была то, что ему волосы обрезали, если это была не проблема в сексуальных грехах, тогда в чем была проблема? Почему он потерял свою силу? Что уничтожило самого сильного человека в истории? Есть предложения? Варианты какие-то? Можно громче? Нарушение завета сюда. Нарушение завета? Ну, это понятно, да, но что привело к нарушению завета? Я пытаюсь докопаться вот до причин. Очень верил в себя. Знаете, это гордость его. Вот я вижу это так, что это была гордость. Вот человек, он с рождения, он посвящен Богу, сила Божия, с ним сверхъестественно, Дух Божий на него сходит. И он рос, и он уповал на Бога. Но настал такой момент, знаете, вот как бы, это к тому, что как мы должны вообще вот оценивать. Я вот всегда примеряю это на свою собственную жизнь. Вот у тебя все хорошо, Господь тебя благословляет. Может наступить такой момент, когда ты начнешь говорить, может быть, даже ты говорить не начнешь, ты просто чувствуешь, ну, как бы, знаете, как вот у него было. Когда она в конце концов ему обрезала, опять связала, говорят, филистимляне идут. И он проснулся, думает, ну, сейчас пойду там, опять освобожусь, все разорву, там, их порву, как обычно. Но не знал, что Бог, он уже отступил от него. Его гордость, ту позицию, которую, как люди на него с каким обожанием смотрели, он начал полагаться на свои способности, на свою силу. Это привело в том числе, вот эта гордость, знаете что, он спал налево и направо, делал, что хотел. Ну, потому что, ну, я могу. Я верю, что его гордость, она привела к тому, что он... ну, я могу вот как бы вести безбожную жизнь. То есть он сожительствовал с этой Далилой, да, с филистимлянкой. То есть там, ну, вот она сколько ночей там подряд, он просто уже жил с ней. Причем он не женился на ней. То есть то благословение, которое Бог ему дал, я что, к чему веду? Та физическая сила сверхъестественная, которая она была, вот это благословение Божие, оно, его сила, она стала его слабостью. Это привело к его гордости. Он никогда не проигрывал в драке. Никому. Никто не мог его одолеть. Он был человек силы. Все на него с обожанием смотрели. И вот эта вот его гордость, да, ну то есть вот эта вот ситуация, она привела к его гордости, что он уже просто стал полагаться, да я как бы справлюсь со всем, я из этого выберусь, я там и это, я там и то. Вы знаете, вот, я к чему это говорю, что любой человек вот, сейчас, в наше время, когда Господь на тебя благословляет в чем-то обидно, когда это довольно долго происходит, есть опасность, что ты начинаешь как бы воспринимать, ну не то чтобы как должное, но ты начинаешь как-то, ну, потихонечку уповать на себя, как бы путать берега. Ну, как бы вот есть, Господь же благословляет. Да я там, ладно, это, так оно будет, никуда не денется. Кому-то, вы понимаете, о чем я говорю? Вот эта вот опасность, что то благословение, которое Бог Он дает, оно может привести к твоей слабости. Притча 16 глава, 18 стих говорится, что погибели предшествует гордость и падению надменность. Как только человек он начинает гордиться, знаете, это как первый такой признак тому, что он может упасть. В 1 Коринфянам Бог он предупреждает нас. 1 Коринфянам 10 глава, 12 стих. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот если ты думаешь, что у тебя все хорошо, и что ты там это, не задирай нос кверху. Все может вот так поменяться. Берегись, чтобы не упасть. Наша гордость, она может привести к тому, что мы начинаем смотреть на себя, когда нам нужна сила, когда нам нужна, я не знаю, что-то.
наша гордость, она приводит к тому, что мы начинаем полагаться на свое собственное понимание, когда у нас искушения разные приходят. Да? Наша гордость может привести к тому, что ты будешь смотреть куда угодно, на кого угодно, звонить куда угодно, кроме как на Бога. Вместо того, когда тебе нужно принять решение, например. Вместо того, чтобы прежде всего помолиться и попросить у Него мудрости. Да я уже 1000 раз делал, что там? Трубку подыму сейчас, там позвоню. Так же, как вот гордость Самсона, она привела, да, к тому, что он в конце концов был связан, да, и было столько боли у него. Вам все еще интересно? Я вас не утомил? Я как-то не думал, что будет так скучно. Вроде бы про супергероев рассказали. Вот если вернуться, знаете, вот интересный такой пример, я не знал, куда его вставить. Но мне так хотелось его туда вставить. Реальная история. Один проповедник, он писал давно уже, прошлое столетие, 90-е годы, проповедник в церкви, и тогда вот начали вводить образование, ну, я не знаю, как это называется, уроки сексуального образования в школе. Как называется предмет? Половая этика или что-то такое, да, там. И 13 лет у него сын в школе, и перед тем, как вот начали вводить этот урок, пригласили специалистов, там, не знаю, кто-то, медики какие-то пришли, и родительское собрание, и сказали, что мы хотим вам как показательный урок провести, это то, что мы будем делать с вашими, ну, как мы будем это показывать вашим детям. И вот что-то говорили, и вся тема была, как предотвращать беременность и венерические заболевания. Да. И вот куча причин, там, да, в смысле, как вот там что-то описывается, и вот единственная вещь, которая отсутствовала, это воздержание. Вот проповедник, он как бы, ну, когда вот это все рассказывает, он поднял руку и говорит, а как насчет воздержания? Ну и все так на него посмотрели, начались смешки какие-то, ну и что учительница ему сказала, что ну если вы хотите говорить о воздержании, это то же самое, как вот голову в песок типа зарыть, это вот типа то же самое. Ну и там все посмеялись, и дальше пошло это, и наступило время перерыва, и там приготовили, ну такой как кофе-брейк, как бы, да, и ученица говорит, что вы можете все встать, там, как бы, чай, кофе, налить себе пончики, там, познакомиться друг с другом, сделаем 15 минут перерыв, потом вернемся и продолжим. И все встали, родители пошли, там, как бы, наливают себе, общаются. Он говорит, а я сижу, ничего, как я не знаю, ну, как не в своей тарелке. И с одной стороны, вроде бы и стыдно, что мне и сказать нечего, я как бы не знаю, как оппонировать. И не знаю, что делать. И кто-то из преподавателей к нему подходит и говорит, а почему вам не присоединиться к остальным? Он говорит, ну, как-то не очень хочется. Он говорит, ну, мы там, нужно познакомиться со всеми, и вы, говорит, это не наклеили. Там стикеры лежат, нужно написать свое имя, ну, и приклеить на рубашку, как бы на столе. Пожалуйста, сделайте это, он говорит, ну, чтобы остальные, они могли познакомиться с вами. Я, конечно, говорит, сомневаюсь, что со мной кто-то знакомиться хочет. Как бы, ну, и вот такой какой-то разговор у них был, и она как бы настаивала, говорит, нет, вы идите, присоединитесь. И говорит, тут я услышал как вот голос внутри себя. Останься и сиди на месте. И он отказался, в общем, сидел. И потом следующая ситуация. Когда все вернулись, кофе-брейк закончился, все расселись по своим местам, и учительница говорит, а сейчас я попрошу вас оторвать вот этот вот бэджик, который у вас есть, да? Ну, на рубашке, где вы написали свое имя. И с обратной стороны я нарисовала маленький цветочек. На одном, как бы, бэджике, да? И у кого? Ну, человек там оторвал, кто-то нашел, говорит, у меня. Он говорит, вот этот цветочек, он как бы подразумевает венерическое заболевание. Как бы, да? Ну, и там родители начали там прикалываться, шутки там всякие. Он говорит, вот, вы, говорит, с кем-то здоровались во время вот, кофе-брейка? Он говорит, ну да, там как бы пару человек, я там кого-то по плечу хлопал, кого-то. Вот как бы контакт физический, это означает, как бы, да, вот интимную близость. Это означает, что вот эта болезнь, она перешла вот этим людям.
Ну и потом поднимают этих людей и говорят, а вот вы еще с кем-то там здоровались или там, ну, с кем-то соприкасались? Они такие, да. И вот так дальше начинают цепочку глубоко разматывать, и получается, что все, как бы, да, заразились. И все как бы шутят, смеются, и она говорит, что вот таким вот образом мы хотим вашим детям преподать, да, что как бы, ну, они могут как бы заразиться и так далее. И тут я, говорит, опять почувствовал, как бы, голос у себя, ну, что тебе нужно сказать прямо сейчас. И он руку поднимает и говорит, у меня, говорит, ну, и такое тоже было, как вот он говорит, что нужно просто это без высокомерия, без всякой там гордости, да, а как-то, ну, нормально сказать. И он говорит, что это, у меня есть возражение, вот прямо классный пример, я думаю, что вот как бы для детей это будет очень доходчиво, и прям все здорово, но я бы хотел одну ремарку просто сделать, что у нас не все заразились, потому что один воздержался. И, знаете, воздержание это на самом деле, это способ, это путь, да? Потому что вот сейчас, когда в школах говорится об этом, ну, на самом деле это здраво говорить детям, но, знаете, происходит такая подмена понятий. Когда говорится о том, как предотвратить беременность или как там венерические заболевания, да, чтобы не распространялись. На самом деле это все возводится в такую степень, что принимается как должное, что да это нормально просто делать. Все так делают. Вот просто нужно, знаете, это подспудно такой контекст идет. Вот этих вот как бы заявлений. Вы согласны? Ладно, проехали. Хорошо. Вот история Самсона, знаете, вот этот человек, который не стал воздерживаться. В конце концов, Самсон, он пострадал от своей гордости. Но знаете, вот последняя вещь, которую я хотел сказать, и я закончу. Вот интересная вещь по поводу истории Самсона. Несмотря на то, что он отошел от Бога, да, несмотря на его все остальные грехи, на его сексуальную распущенность. Знаете, когда Самсон он покаялся, Бог он восстановил его силу. Вот самый конец, то, что произошло, да, это книга Судей, 16 глава, 30 стих. Вы знаете, да, его ослепили, ему глаза выкололи, его там привели, его как этого водили, как медведи, короче, на потеху. В смысле, пусть он там станцует, и там они собрались, и у них была в храме, я так понимаю, скорее всего, там написано как дом, но как вариант это, ну, в общем, большое помещение, был храм, и они его привели туда. И вот 16 глава, 30 стих. «И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев, и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей, более, нежели сколько умертвил он в жизни своей». Странно, я здесь не взял стих Писания, там есть как бы предыдущий, если посмотреть, сейчас открывать не буду. Он помолился Богу и сказал: Господи, последний раз дай мне силу. Он покаялся, и он попросил: Господи, благослови меня. Дай мне, вот он сделал это, и то есть он просто обрушил колонны, где все находились, это здание оно сложилось, и он вместе с ними там погиб. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Знаете, как бы все плохо не было, вот именно благодаря Христу, того, что Он сделал для нас на кресте, я не знаю, возможно ли упасть так низко, что ты больше не поднимешься. Как бы что-то ни происходило, ты должен всегда помнить, что если мы каемся, то Бог Он прощает. Но это именно искреннее раскаяние. И Бог Он восстановил его, восстановил силы ему. Но, к сожалению, вот он уже был в такой ситуации, да, без глаз, связанный там и так далее. Но тем не менее. Я просто хочу ободрить вас, что
вот из этой вот истории, что мы можем для себя взять? Во-первых, знаете, помнить, что наша сила, она от Бога. Что бы ты ни делал в жизни. И опять же, знаете, вот когда бывают люди, они, ропщут или жалуются, вот Господь, я там молился или там просил, а вот он мне там что-то не дает или это. Знаете, я не хочу возвести это в абсолют, но одна из причин может быть, когда человек не готов. Знаете, вот потому что Бог, Он знает, если Он тебе даст то, что ты просишь, то ничего хорошего из этого не будет. Ты тут же исчезнешь с радара вообще, с Божьим. Поэтому, знаете, библейский принцип это когда в малом был верен, тебе доверяется больше. Может быть, для кого-то непонятно? Я думаю, что понятно. Ты что-то делаешь, и это всегда шаг за шагом. Знаете, человек не может управлять страной, если он до этого не управлял, не знаю, маленьким предприятием сначала. Или еще, наверное, его могут поставить, его могут выбрать. Но это такая ахинея на самом деле, да, как человек может что-то сделать, если у него нет никакого опыта в этом? Вы понимаете, да? И вот библейский принцип, он всегда по нарастающей. То же самое хождение с Богом и великое приобретение, я просто в своей жизни могу сказать, когда люди, они достигают высот, и Господь, Он их обильно благословляет в чем-либо вообще. Либо это служителя какие-то, либо это бизнесмены, либо это просто человек в профессии какой-то. И вот великое приобретение, когда человек может оставаться в этом долгое время и не впадать в гордость, не перестать думать, что да это я такой. Потому что сначала ты благословляешь Бога, ты благодаришь Его, а потом ты все меньше и меньше. Конечно, Бог меня благословляет, но я тоже не прав. Он же меня выбрал. Всякие мысли могут приходить. И это вот начало падения человека. Аминь. Поэтому ободряю вас, оставайтесь просто в вере. Помните, что наше упование только на Бога, наша сила, она только от Бога. И ты можешь достигнуть что-то своими трудами, но такой результат великий, он никогда не будет, как если бы ты это делал с Богом. Аминь. Давайте мы поднимемся. Я надеюсь, я вас не утомил. В следующее воскресенье у нас будет епископ Андрей проповедовать. Хотите? Я надеюсь. Молитесь, чтобы он прилетел тоже. Потому что у нас и полосу укоротили, и самолеты летают. Авиакомпания Якутия, у них молитесь за авиакомпанию Якутия. У них в очередной раз проблема, они постоянно борта меняют, постоянные задержки и прочие вещи происходят. Давайте мы помолимся, хорошо? Отец Небесный, Господь, я прошу Тебя, чтобы вот это слово, которое звучало, оно пошло на пользу. Господи, если было что-то человеческое там, пусть упадет, умрет и не принесет никакого плода. Но всякое слово от Тебя пусть принесет плод. Аминь. Свидетельство, да, можно. Хорошо, у нас сейчас Надежда засвидетельствует, а так с миром Божьим после этого по домам. Господь пусть благословит вас на предстоящую неделю. И не забывайте, да, оставайтесь на связи в группе. Здравствуйте. Сейчас я рада всех видеть. Можно идти микрофон. Это вам кажется, с вами не слышно. Я рада всех видеть. Хочу засвидетельствовать.